вандалы, это просто, А? это не просто вандализм. Причем этот камень, его недавно забетонировали, он вот так вот шатался. Его вот тут, это, видать, без империи. Это была отвалина, да. Это вот так Это шаталось. обратно поставили. Вот здесь на латинице было написано, здесь, вот здесь на кириллице, а здесь на латинице. Короче, очень движемся. Сейчас вы сами все увидите. Там у нас будут наскальные рисунки. Они, к сожалению, плохо сохранились, но тем не менее это очень, очень интересное место. Вообще вот наша вот эта долина, Качинская долина, если вот вы по дороге едете, обращайте внимание, что такие скалы с навесами, такие гротики, удобные гротики. И вот древний человек уже очень давно как бы оценил, не знаю, удобство этих навесов, и с давних времен здесь селится и ведет какую-то хозяйственную деятельность, жизнедеятельность. Ну и одним из самых интересных объектов, на мой взгляд, который у нас есть в этой долине, это ташаирские наскальные рисунки. Пойдемте на них смотреть. Да, вот эти места, они очень старые, очень древние. Здесь, в принципе, насколько я понимаю, селился австралопитек, так называемый человек южный. Ему вообще-то 15 тысяч лет, поэтому полуостров был заселен очень давно. И по идее, вот эти вот наскальные рисунки, это вот как раз творчество этих первых людей, которые здесь жили. Австралопитек, человек южный. На этом месте, вот на этой скале есть рисунки, если вы их не видите, сейчас я вам покажу, где они находятся. Они были обнаружены в 1935 году археологом Крайновым. Это работник исторического музея из Москвы. Они здесь проводили разыскания, скажем так, да, и вот им удалось обнаружить эти рисунки. Вот вы их не замечаете, и вот удивительно, да, что только в 1935 году были обнаружены. Дело в том, что их плохо видно. Их плохо видно, но как бы факт их обнаружения является очень большой ценностью. Давайте я вам сейчас покажу, где они находятся. Вот мы видим рисунки, сделанные красной краской. И вот я вот сейчас показываю, вот здесь вот очень плохо различимые рисунки вот в этой части. И вот выше тоже видите такая группа, да? Видите группу? Вот та первая группа рисунков, вот здесь вот дальше будет такое побольше вторая группа рисунков, и еще одна третья группа, она дальше. Все эти рисунки выглядят вот так вот, да? Они в 1935 году, соответственно, были в более лучшем состоянии. С течением времени они разрушаются не только по причине человека, но и по естественным природным причинам. Доказательством этому является тот факт, что этот археолог Крайнов, когда раскапывал эту стоянку, он, во-первых, раскопал 10 культурных слоев в глубину 4 метра, представьте. И в одном из культурных слоев были обнаружены отколовшиеся части скалы уже с рисунками. То есть это свидетельство того, что это достаточно древнее, и что эти рисунки разрушаются тоже довольно давно. Как понять, что это... Какие еще есть факты, свидетельствующие о том, что это древние наскальные рисунки? Ну, во-первых, их плохо видно. Во-вторых, мы можем наблюдать такую корку. Видите? Такой загар. Он тоже свидетельствует о достаточно большой древности. И третий факт, я сказал, что остатки краски и остатки рисунков были обнаружены под землей в одном из культурных слоев. Как определить возраст этих рисунков? Опять же, по анализу этих культурных слоев этот археолог Крайнов дает нам дату. Опять же, там большой разброс от 4 до 2 тысячелетия до нашей эры. Этот Крайнов, он сделал детальный анализ каждой фигуры. Мы сейчас не будем этого разбирать. В общих чертах здесь
э, изображена какая-то битва, какое-то сражение. Какие есть косвенные признаки, которые об этом нам говорят? Тут есть фигурки людей, которые с оружием, да, совершенно верно, и есть, которые безоружные. И есть, которые лежат, которые стоят, да? Соответственно, такие вот фигуры, которые напоминают оружие. Ну и что еще тут можно увидеть? Еще вот можно увидеть несколько фигур, которые сложно объяснить и интерпретировать, что они могут означать. Да, ну вот есть вариант, что это изображение колеса уже тогда, это лестница, это загон такой, загон для... А нет, подождите, это не загон, это повозка. Повозка, да, повозка. Да. Но это опять же, это, ну, нельзя точно сказать, что это такое, да? Еще один интересный объект, тоже, который был найден в 1935 году, здесь недалеко, в этой же долине, кусок камня, на котором с двух сторон было изображение, с одной стороны были изображения животных, а с другой стороны было вот такое вот похожее изображение, исходя из которого, вот делая такой анализ, можно сделать вывод, что это... Не тамга, это загон, да, кошара. Что еще интересно? Часто мы видим небольшой участок рисунков. Опять же, они детально изучали, находили эти следы краски, и вот этот Крайнов в своей работе пишет, что площадь этого панно составляет 15 квадратных метров, 10 на 5. 10 метров на 5. Сохранилась, к сожалению, совсем небольшая часть. Причем они же отмечают, что, скорее всего, дальше на восточной части тоже были эти рисунки, но они уже в 1935 году были уничтожены в результате строительства дороги, по которой мы с вами приехали. Как этот по-крымско-татарски Баштановка? Это вот так вот. Пычхы. Пычха. Баштановка. Крым-татары. Джа пычхы. Нечен А пычхы. Машина, посмотри. Машина. Туалет. А нет, туалет. Вот эти люди пешком идут. Там оставили. Татаркуй. Маша. Татаркуй машина, да? А Там чё? дальше Верхоречье. Как там называется? Все повылетало. Блин, я тоже Верхоречье. Верхоречье. Прикинь, забыл Верхоречье. Как-то Верхоречье. Как оно же было? Бия-сала. Биосала. Да, салат. А сенатная? Тоже там сала, по-моему, что-то такое. Ты решил меня погонять? Биосала, что-то я вообще такое. Ну туда, там дальше у Верхоречья Гаспринский родился, этот Авджикой. Там Авджикое. Там не сохранилось. А, Авджикое это есть сенатная. Не. Нет? Этого села не осталось. Так, Али Мусинов художник тоже с Авджиком. А, вот уже Трасина с этой Да. долины. Да. Местность называется Али Майдамах Дереса. В честь известного крымско-татарского героя Робина Гуда, защитника бедных. В общем, такой вот персонаж, да, все про него знают. Образ Алима очень подробно описан в литературе. Какое-то невероятное количество есть произведений. И среди крымско-татарских писателей это у Юсуфа Балата, у Эмир Ипчи, у Фаризы Фазыла есть произведения, посвященные Алиму. И русскоязычные есть писатели, которые тоже о нем писали произведения. В песни народные. Но несмотря на то, что это такой романтизированный образ, который обрел такую легендарную славу, это был реальный человек, который родился в 1816 году в селе Копырликой Карасу-Базарского района. Мы, кстати, прошлый наш поход был как раз-таки в этих местах проходил. Однако, несмотря на то, что это реальный персонаж, до последнего времени никто как бы не приводил никаких доказательств о его реальной деятельности. Но в 2015 году кандидат филологических наук КФУ Тамила Ситьягяева защитила диссертацию
посвященная вот этому персонажу, и она работала с архивными документами, и в нашем крымском архиве она обнаружила более 120 листов архивных дел, в которых упоминается, ну там различные доносы, судебные какие-то эти иски, жалобы и так далее, которые были выписаны на имя Алима. Вот сейчас у нас балка называется Алим Айдамах. Там же есть и родник Алима, там же есть и пещера Алима. Все вокруг. Но по преданиям он прятался здесь от преследований, да. Но я же говорю, посвященных Алиму топонимов можно встретить и в других частях Крыма. И везде обычно одно и то же объяснение, что там прятался Алим. А Харасуда Копрликой Коинде Догду, да. Да, да. Нет, ну это уже такая, это уже легендами все обрастает Да, здесь, да, да, да. поэтому такое появляется. Опять же, это народная слава, и вот народ как бы, ну, дает, да, такие названия объектов. А там Догул реально, да, родился в 1816 году, родился он в Копрликой. А Чалшханер он по всему Крыму там. Если мы его деятельность, как вот разбойническую деятельность, как его работу будем воспринимать, то работал он по всему Крыму. И не только, кстати, по всему Крыму, и за пределами Крыма тоже, да, в Таврической губернии, потому что вот эта Тамила Сеть Ягяева, она вот нашла там какие-то данные архивные, где описывается, как они Алима преследуют там, я не могу сейчас вспомнить, где-то из Одессы, вот с тех краев, вот его преследуют и гонят сюда в Крым, потом он в итоге сдается сам. Нет, властям. он Опять же, вот- или сдается, это неизвестно, или он в Да, Стамбуле она не кофейню говорит, что он открывает. сдается, она говорит, что, скорее всего, он сам сдается. На вырученные деньги. Да, вырученные деньги. Это, короче, задел на второй фильм такой. Так, что, идемте? Да. Пошли. Делавер. Да. Алим, вот откуда идет. Вот такой прикольный родничок. Как вы думаете, как он называется? Алим Айдама. Добро. Алим Чохрагр, да. Алим Чешмес, Алим Чохрагр. Прикольненько сделан такой, камень интересный. Красивый. Он такой изначально был, да? В каком смысле изначально? Или его подтесали? Вот это хороший вопрос, дорога, но не могу сказать. Давай угадаем название. Давай. Варианты есть? Алим пещера. Есть, вообще есть Алим варианты на самом пещера. деле. На самом деле есть варианты. Вот дети заметили кое-что. Да. Сейчас туда пещера, угадайте, как она называется. Можно отсюда пройти, но мы ее обойдем так, с другой стороны. Так, Давайте отсюда. так, вот рисунки, да? Смотрите. Вот рисунки, которые мы там видели, ташаирские. Вот такие рисунки в 1935 году. Это вот уникальная находка. Вот похожих рисунков в Крыму не было. А вот в 80-е годы, вот в Алимовой балке, были обнаружены похожие рисунки. Ну вот вы сейчас смотрите на них, похожи они на те рисунки? Ну, они четче видны просто. Четче видно. Ну, А это как вы думаете, почему их четче видно? Недавно. Их обвели, да? Правильно, потому что это современная живопись. Именно. Это, Не пожелтевший. это современная живопись, да. А рисунки, про которые я говорю, которые были найдены, их координаты, их местонахождение держатся в секрете какими-то прям супер краеведами. Никто не говорит, где они есть. Я тоже, к сожалению, не знаю, где они находятся. Здесь? Да, вот в этой балке. Ну, что Вот в этой балке. Или здесь, или вот на этих навесах, или с другой стороны, там тоже есть навесы. это одна культура написала, да? Да, та шаирская культура, да.
Грандиозный разлом. Вот прям видно, как скала откололась когда-то давно. Да. И вот между скалами застряли огромные камни. Да, это вот первый большой камень. Если вы дальше пройдете, там еще несколько увидите. Можно пролезть. Давайте. Упоминается в литературе уже в 19 веке известный краевед, путешественник Кандараки пишет про него, что есть вот такой вот камень, который стоит вдоль дороги, называется Язлыташ или Тамгаташ. И он пишет, что этот камень является объектом мистического поклонения. На нем высечены знаки. Я сейчас вам предлагаю подойти и самостоятельно найти, где эти знаки есть. Давай. Ну, вот первый знак я увидел. Ну, это не он. А туда залазить не надо? Объект. Правильно. Один есть. Айван, да? А это не современный Тамга наш? Там на иконке. Кандараки уже в 19 веке прописал. Что-то Тамга написано? Поэтому это точно не современный. Какой возраст, сложно сказать, потому что каких-то основательных работ, посвященных этим знакам, нет. Аскольд Чепинский, говорят, что писал симферопольский археолог, но я никаких работ его не нашел, посвященных этому камню. Таврские ящики — это объекты, которые принадлежали такому народу, как тавры. Тавры — народ, который здесь жил у нас на Крымском полуострове в горной и предгорной части. Впервые они упоминаются у этих античных историков 6 век до нашей эры. Последнее упоминание 1 век, тоже до нашей эры. Но там они уже в последнем, в 1 веке, они упоминаются как тавроскифы. Как они сами себя называли, мы не знаем. Тавры — это название, которое им дают античные историки. Ну, греки здесь свои колонии основывают и имеют с ними какие-то взаимоотношения. Поэтому о них и писали в своих трудах. Про самих тавров известно очень мало, от них очень мало что осталось. Вот сейчас мы посмотрим с вами таврский ящик. Это чуть ли не единственный их объект материальной культуры. Давайте к нему пройдем. Так, вот в этой балке их тут несколько, вот там дальше, если пройти, будет примерно такого же вида. Что такое таврский ящик? Таврский ящик — это могила, по сути дела, которая состоит из 4 плит, каменных плит. Они разных бывают размеров. В литературе встречается упоминание, что эти камни достигали 20 тонн веса. Тут мы видим 3 сохранившихся камня, тут должен быть еще 4-й, и сверху была крышка. Все это накрывалось крышкой. Сюда помещали умершего, филологи тут меня поправляют. И эту могилу использовали неоднократно, то есть ее могли туда дозахоронять. Что еще интересно, и когда она переполнялась, эта могила, кости оттуда доставали, оставляли только череп и докидывали. Очень часто у нас в Крыму говорят, что это дольмены. Но это не так. Дольмен — это другой объект, он встречается на Кавказе. И у дольменов немножко другая архитектура. Они более масштабные, побольше, и у них есть на фронтальном камне у них есть такое отверстие, круглое отверстие. И эти дольмены выполняли еще и другую функцию. Это только как могилой роль. А у дольменов были там еще и как объекты поклонения. Что еще? Иногда их могли засыпать, продавать курганную форму. А вокруг выстраивать такие камни полукругом в виде кромлиха. Тавры, их ящики были распространены от Старого Крыма до Севастополя. Вот горная часть.
Это джезве, это, кстати, джезве ручной работы. Есть такой мастер, Али Умеров. Этот мастер, он, наверное, один из первых, но если не считая Асана Галимова, он первый начал делать вот именно традиционный джезве. Вот он такой формы и был, такого вида. Вот здесь, видишь, ручная спайка, то есть вот так вот, как классически делает этот, называется он гребенка, как расческа. Все паяется, видишь, вот здесь спаяно. В общем, это самый близкий к традиционному этому джезве. Бахчисарай? Да. В старом городе. В старом городе, прямо на дороге он. Джезве. Джезве вот же. Джезве бында, горелкаң қайда? Как Арнольд говорил, он на тебя смотрит. На меня смотрит. Ну, ты что-то ищешь, не можешь найти. Да. Айна. У меня такая, у вас, конечно, такая. Не, у тебя она более эффективная. Вот, она у меня, я такую беру, потому что задувает. Да, 100%. Это правда. Это же не в студии, когда готовишь, конечно, проще. Не, мы тоже на улице сейчас приготовили. Но сейчас, видишь, ветра нет. Ветра хорошо. нету сейчас, да. Но все разы бывает. Да, бар. Газ да бар, этбуші бар. Он на солнечной энергии сейчас. Точно. Ага. Не oldu хайрлысы. Стресс снимает. Это горы гораздо хорошо. Так, Эмилия, какой рецепт? Ну, дорога, классический. Не, ну не все же знают. Ну я кидаю ложку кофе. Кидаешь, ты что, борец? Вот, что ли? ложку кофе кидаю, на. Вы меня Через бедро. Опрокидываешь. Ложку кофе через бедро бросаю. Сразу в джезве. погибу. Прогиб. Ну, вот на фильджан. Просто все время разные люди в походе, поэтому этот, На вот такой подозрение. фильджан, вот на вот такой. Ага. Примерно вот столько мы нальем. Так. Вот. Бір қашық хави. Мгм. Так, вот тут 5 штук получается. Мгм. Но будет больше. Так. Пчах тупой немножко. А, олден. У меня вот моя... Так, суым yanımda. Так, сначала что, засыпаешь, да? Да. Видишь, еще один так кинь. По яйк. Вообще для многих удивление, кто
джезве не варят, они одну ложку на джезве кладут. А. Дома когда варят. Это куда ты делаешь? Она А? такая моя любит так делать. Фу-фу-фу. Она еще когда приезжает, она говорит, а мне варить, да, она такая начинает доставать. Они дома заваривают, тогда Амет приезжает, надо варить, ладно, так что... Да, они дома такой. Нет, тебе легко говорить, что Они сразу вот 5 порций, например, а Консистенция, плотность кофе, одну ложку на весь джезве. На весь На весь джезве. Это очень распространенная рецептура, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. И когда люди видят, когда кладут 4-5 ложек, у них глаза вот так вот выкатываются из орбит и думают, ты что делаешь вообще? как говорят, да? Совсем. Не, ну, кстати, вот этот ленивый кофе, так называемый, он называется базар хависе, это абсолютно наша традиция. Единственное, что заливали кипяток и доводили до кипения на огне, то есть, чтобы он поднялся. А так, тоже технологичная штука. Обычно просто, когда эти грубые хамон, например, у нас всплывает, да, не очень? Да. Так добавишь, Можно подождать. Версахту. если нету, как мелкий. Ты, может, сначала зажгешь, потом? не, он уже горит. А, горит? У вас админ опыт. Батл. Битва. Записывали бабушку с такие, это Харасу-Базарский район. Ага, блин, мне И напомнил. она говорила, что у них кофе пили только строго утром один раз. И все. До завтрака Дети или не после? пили. А? До завтрака или после завтрака? В этот момент надо чистить. Горит на ветке, тогда нет. Ничего себе у вас нюх. Да. Или это что-то старое? Он травить может просто. В любой непонятной ситуации приехали, да? У нас бабушка целыми днями пила кофе. Целыми днями. Рамет ли дедим, да? Не знаю, раз в 10, Я попадал наверное. в рабство к ней и крутил дегремент. Айна, мне тоже давали. Раскидать. Ну, по классике, видишь, финджаны заранее готовят. Генетическая память, видишь? Никто не учил. Я знаю, это же логично. Только YouTube канал Мыз-Мыз, но там уже просто мы подтверждали свой опыт. Мы так знали. Там, кстати, вышел ролик сегодня, новый про кофе. Что-то я видел, да, по-моему, Но это на другом канале. на том кофе, про кофе. Да. Я там сделал горелку, как раньше горелка была у нас. Не Мгм. горелка, а обжарка. Я один сварщик сделаю. О. Вот многие вот этот вот комок не перемешивают. Потом вот этот комок кому-то попадает. Ну, конечно. Это он просто первый вот этот хлопок дал, поэтому был запах газа. Уже Думаешь? нету его. Выветрился, да? Со шлангом неудобнее, да? Удобно, он у меня. Этот удобный, потому что он закрывает От ветра, да. от ветра. Ну там, кстати, вот на той горелке там такое пламя, как вот автоген. Мгм, Даже на ветру мгм. она готовит. Да, да. Но все равно вздувает. В любом Сдувай, сдувай. случае. Все, я тоқта. Да, дағытма. Так, все, теперь наливаем сюда. Пенька мощная получилась, сынчик. Машалла. Да. Устамыз да біз енді. Да, это все. Все-таки, Ты сколько, 6 ложек, да, положил? да, Ну, шестая такая была, да? да, Половинчатая. да. Такая была. Так, раз. И сюда.
Инвер биршилер айт. Бунда биршилер. Али майдамак воле атман. Так, оле масаллары айтып болмайм да мен. Мен керчекшилерин айтмай дегенем. А, Бул керчек масаллар шик, масал. шилерин айт. İşte buna bu Ali Maydamak Deresi deyip adlandırılan. Demiştik Ali Maydamak'ın bir zamandaki nasıl diler? Aydutluk yapkanın haritasına mı ya da nesine işte kuleşiler bunda uydurup böyle adlandırdılar. Gerçekten mi var ya da mı bunda mı o yok mu onu Allah bilir. Aslında Kırım boyunca alimin nesine şerefine pek çok neler var. Kobalar, dereler, yani Kırlar. işte kırlar Bekim'in kırlarda vardır. Çeşmeler. Çeşmeler, çokraklar. Çokraklar. Bugün gördük burada nesine. Çatırdak вот там должен быть. Bugün görünmüyor. Bugün yok çadırda. Görünüyor. Ana eklezi No. burun. Вот doğru. Mana точно mana görünür. Doğru. Bu yana değil ya ben. Другую западную культуру, что какие-то уже Точно. Uydurdu. Taptı. Taptı ya. Abi burun kaya. Haysa. Bu ne abi? Kaçın sırada kar. Ha? Да. А где чатырда? Çatırdak var buna. Вот левее. Buna neyse eklezi burun. Korne. Burun kaya. Abi kaç kalyon abi? Lukaç kalyon. Kaçı? Вообще у нас. Kaçı? Kaçı? Tercümesini biliyorsun? Kaç sözden ya da kaç. Allah biliyor onu da. Ну kaçı? Açı. O yüzden kaç anda kaçı. Типа kaça. Тесу. Kaça. Да. Теса концепция. Ну, как будто бы уйдурdular. Ну еще хаджи может быть, нет? Ну, мне кажется, что все-таки bizim tilden değil, başka tilden geliyor. Biz uydurma istedik ama но не всегда, оказывается, так работает. Не всегда. Когда